Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах этого выпуска. 5 авиакомпаний прошли отбор на выполнение субсидированных рейсов для льготников из республики. Нерабочие дни в Якутии продлятся с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Расскажем, как будут работать учреждения и предприятия. Пройти перепись населения можно и вне дома, например, на стационарных пунктах переписи. Как организована работа на таких пунктах? Оплата строителям за выполненные работы в селе Бясь-Кёль горного района в рамках восстановления населенного пункта после лесного пожара производится своевременно. Об этом заявили в Минстрое региона. Напомню, в понедельник, 25 октября, в соцсетях распространилось сообщение о том, что работники подрядной организации «Аурис» не получили оплату за возведение домов в Бясь-Кёле. Отмечается, что стройорганизация построила 3 жилых дома. По 2 из них акты выполненных работ приняты и направлены на оплату. По 3-му дому директор компании еще не отправил документы в службу госзаказчика Якутии из-за того, что находился на стационарном лечении. Отмечается, что подрядчику перед началом работ передали аванс в размере 30% для обеспечения питания и приобретения необходимых инструментов и стройматериалов. Более 100 дорожно-транспортных происшествий и порядка 1000 травм получили жители столицы в результате гололеда. Погодные аномалии, которые наблюдаются с начала октября в столице региона и в ряде районов Якутии, преподнесли немало хлопот для якутян. Так, из-за гололеда число автоаварий выросло в разы. А в травматологические пункты обращается все больше граждан с различными травмами. В основном, как сообщают дорожные полицейские, ДТП связаны с несоблюдением скоростного режима, дистанции и перехода на зимнюю резину. Между тем, врачи-травматологи отмечают увеличение количества обращающихся за помощью. В прошлом году из-за пандемии и ограничительных мер цифры были в разы ниже. Сейчас же люди не сидят дома, и поэтому статистика растет. На момент с 11 по 25 октября к нам обратилось 1281 человек первичных обращений, из которых именно связанных с гололедом у нас было 695 человек, 54%. Преимущественно это у нас травмы лучезапястных, голеностопных суставов, копчики, позвоночники. Очень много именно травм, связанных с суставами. Дополнительно к ним еще присоединяются травмы коленного, плечевого сустава вследствие падений, реже ребра. Хочу посоветовать гражданам на текущий момент обеспокоиться о антискользящих защитных мерах, избегать покатых поверхностей при посадке и высадке с автобусов и других способов транспорта, придерживаться поручней в обязательном порядке, ограничить потребление алкоголя в праздничные дни. 5 авиакомпаний прошли отбор на выполнение субсидированных рейсов для льготников из республики в 2021 году. Из аэропортов Якутска, Мирного, Удачного и Нерингри якутян будут перевозить как региональные авиакомпании, так и перевозчики-нерезиденты. Так в список вошли авиакомпания «Якутия», «Алроса», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и компания «Ютейр». Напомним, к льготной категории граждан относятся граждане до 23 лет, женщины старше 55, мужчины старше 60, инвалиды первой группы любого возраста, их сопровождающие, а также ребенок-инвалид с сопровождающим, инвалид с детства 2 или 3 группы, а также многодетные семьи. Тем временем в Ленске стартует социальная газификация. Каким образом будет реализован этот федеральный проект, что требуется от городских властей и в какую сумму владельцам частных домов обойдется подключение к газу и на каких условиях. Все это в репортаже Анны Кожевниковой. Да будет газ в частных домах Ленска благодаря федеральному проекту по социальной газификации. Сегодня администрация города принимает заявки от желающих подключить голубое топливо. Я сегодня призываю всех ленчан, которые имеют жилые дома, которые планируют подключиться к газовым сетям, написать заявление «Сахатранснефтегаз», ресурсоснабжающей организации. Именно эта компания будет заниматься догазификацией частного сектора в Ленске. Ресурсоснабжающая организация построит газовые сети с выводом к каждому дому, но не только. У них есть сроки выполнения работ. Для потребителей газа тоже есть важное условие – своевременный монтаж внутреннего газопровода с установкой котла. На это тоже установлены сроки жесткие, которые будут проверяться ФАСом и
нашим единым оператором по Российской Федерации, это «Газпромом». Там предусмотрено возмещение расходов, которые понесет газораспределительная организация, выполнивший монтаж до границы его земельного участка. То есть это может быть 100 метров, может быть километр. Все эти затраты должны быть возмещены. Но предусмотрена возможность продления сроков. В силу уважительных причин для монтажных работ внутри дома можно заключить договор с Сахатранснефтегазом. Но приобретение оборудования – задача каждого хозяина. В среднем стоимость подключения к газовому отоплению составит от 180 до 250 тысяч рублей. Сегодня рассматривается вариант льготного кредитования от Алмаз-Сергеенбанка, что было озвучено на совещании при главе города Ленска. Администрация города Ленска совместно с сотрудниками Сахатранснефтегаза была проведена инвентаризация частного сектора. В Ленске насчитывается 1121 индивидуальный жилой дом, который можно будет подключить к газу. В ближайшее время будет определено количество домовладений для газификации на 2022 год с перспективой до 2030. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Нерабочие дни в Якутии продлятся с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты в соответствии с указом президента Владимира Путина. Дополнительные выходные вводить на территории республики не будут. Документ подписал глава региона Айсен Николаев. Жители уже отмечают, что ограничения отражаются как интересы людей, так и бизнеса. Итак, в течение 9 дней работать будут медорганизации, продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, предприятия общепита с 6 часов утра до 10 часов вечера. Посетители будут пускать только при наличии QR-кода о вакцинации, справки о медотводе или перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад. По той же схеме можно попасть в театры, кинотеатры и музеи. Также деятельность продолжают гостиницы и хостелы, промышленные предприятия, организации непрерывного и жизнеобеспечивающего производства. Работа остальных приостанавливается на определенный указом срок. Для детских садов, школ, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки объявляется каникулярное время с 30 по 7 ноября включительно. В детских садах будут работать дежурные группы. В соответствии с указом вводятся новые ограничительные мероприятия. Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный формат граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на 4 недели для иммунизации. С 8 ноября 2021 года предприятия общественного питания будут работать с 6 утра до 23 часов. С 8 ноября 2021 года вводятся требования о допуске в торговые центры по QR-коду вакцинированного или переболевшего. Между тем, количество маршрутных автобусов, курсирующих по Ленску, планируют уменьшить на время нерабочих дней, введенных в республике с 30 октября по 7 ноября из-за эпидситуации. По информации руководителя перевозчика, с маршрута номер 1 снимаются все автобусы. На маршруте номер 2 будут работать 2 автобуса, на маршрутах 3, 4 и 5 будут курсировать по 1 автобусу. Также напоминают, что в автобусах действует масочный режим, граждан без средств индивидуальной защиты не будут пускать в салон. Новое расписание автобусов будет представлено чуть позже. Но пройти перепись населения можно вне дома, например, на стационарных пунктах. В Национальной библиотеке организовали места с доступом в интернет. Переписаться можно на портале госуслуг. Процедура занимает не более 15 минут. Специалисты помогут заполнить переписной лист, без ошибок оформить документы. Особенно актуально это для граждан старшего поколения. После регистрации сотрудники библиотеки распечатают QR-код, который позже нужно предъявить переписчику. Прием жителей идет по записи с соблюдением всех мер безопасности. Кроме того, стационарные пункты работают в музее «Моя история», в ДК имени Гагарина, а также в библиотеках Горного и Сунтарского районах, где пункты организовали совместно с МФЦ. Напомним, республика в числе регионов-лидеров, где люди охотно участвуют во всероссийском мероприятии. Перепись началась с 15 октября и будем также продолжать принимать людей до 14 ноября.
Так, в среднем у нас приходит 70-80 человек, но мы можем принять больше. В основном приходят к нам это пожилые люди, которые не умеют пользоваться компьютером и интернетом. Так, мы здесь можем помочь людям, как заполнять переписной лист, как пользоваться госуслугами. Я думаю, что организовано хорошо. Во-первых, она помогает людям, и есть консультант, который поправляет и правильно заполнять. То есть это ускоряет время, получается уверенность в том, что вы правильно заполнили все это, и то, что вы выполнили свою государственную миссию, прошли перепись. Я не смог немножко в отдаленном доступе сам заполнить как бы на связи, поэтому воспользовался услугами нашей, которые сделаются в Национальной библиотеке. Я думаю, довольно успешно, потому что чуть-чуть неправильно заполнял, поэтому она меня немножко обратно отсылала. Коневодческим хозяйствам Якутии рекомендовали организовать выборочную дополнительную подкормку лошадей из-за обледенения пастбищ, вызванного температурами выше нормы в октябре на 3 градуса. Главам районов рекомендовано с учетом погодных условий нарастить запасы зернофуража и комбикормов для организации устойчивой зимовки лошадей и скота. Также руководством республики поставлена задача по увеличению поголовья лошадей к 2022 году до 209 тысяч голов. В школах Якутии уроки по финансовой грамотности станут обязательными, начиная с 2022 года. А в начальных классах обучать финансовой грамотности педагоги начнут на уроках математики и окружающего мира. Учеников 5-9 классов на предметах обществознания, математика и география. Сейчас школьники среднего и старшего звена изучают финансовую грамотность на бесплатных онлайн-уроках и участвуют в марафонах и олимпиадах. Да, действительно, в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования, уроки финансовой грамотности с 2022 года войдут в обязательную программу, но не как отдельный предмет. Она будет преподаваться во внеурочной деятельности или интегрирована в общешкольные предметы. Сейчас уроки финансовой грамотности проводятся и в Мирнинском районе, в основной школе во внеурочной деятельности и как модуль предмета обществознания. В айхальских школах тоже введены уроки по финансовой грамотности в 8 классах. С 2017 года в школе номер 5 и с 2019 года в 23-й школе. Родители учеников считают предмет очень нужным. Да, конечно, я считаю, что финансовая грамотность должна быть обязательной в школе, так как дети должны уметь рассчитывать финансы. И в наше время это очень актуально. Мои дети, когда учились, таких не было предметов. Я считаю, что вообще-то это необходимо. Да, финансовая грамота, конечно, нужна, так как сейчас все дети хотят с собой брать деньги. Я думаю, это довольно неплохо, что дети с малого возраста будут уметь распределять свои финансы. К этому часу пока вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий.